Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о череде страшных аварий в Казани. 2 человека погибли в ДТП минувшим вечером, 1 сегодня утром. Женщина споткнулась, перебегая трассу в Зеленодольском районе. Резко передо мной возникает прямо в середине полосы женщина, но она не стояла, она прям лежала на корточках. Она погибла на месте. А также 2 мужчин остались в живых благодаря сработавшему пожарному извещателю. Обрабатываться, лечиться, долги посмотрят. Обгоревшего друга из горящей комнаты вытащил его проснувшийся от сирены товарищ. Это не только прямо сейчас. Сразу несколько дорожно-транспортных происшествий со страшными последствиями произошли за сутки в Татарстане. В Казани погибли 3 человека. 1 сегодня утром в результате массовой аварии на улице Чистопольская. Недалеко от развязки с проспектом Ямашева столкнулись 6 машин. Аварию, по данным автоинспекции, спровоцировал 36-летний водитель «Шкоды». Мужчина, по рассказам очевидцев, был пьян. Он выжил, хоть и получил травмы, а вот 37-летнему водителю «Део», в которую пришелся основной удар, врачи помочь уже ничем не смогли. Айрат Назипов с места происшествия. Просто поехала на встречку, так и было. Я этот момент четко помню. Пострадавшие автомобилисты в один голос говорили: авария произошла по вине водителя «Шкоды Кодиак». Он выехал на полосу встречного движения и врезался в левый бок Део Некси, затем зацепил встречную «Шкоду Йети». Но основной удар пришелся в ехавшую следом Део Джентра. Машина превратилась в груду искореженного металла. Ее развернуло и иномарку откинуло на Ладу Гранту, которая в свою очередь отбросила на Ладу 14 модели. Машина туда ехали, «Шкода» оттуда ехал и прямо на встречку на эту машину. И я успел оттуда проехать туда. У меня едет, вот тоже первым было осколки. Бампер, лобовое, все сломал. 37-летний водитель Део Джентра погиб на месте. Основной удар пришелся именно на его сторону. Предполагаемый же виновник аварии, 36-летний мужчина, также получил травмы и был срочно госпитализирован. Как рассказал водитель Део Некси, чья машина приняла на себя первый удар, водитель «Шкоды Кодиак» мог быть не трезв. Водитель пьяный был или нет вообще? Пьяный. Пьяный? Да. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД восстановили картину произошедшего. Автомобиль «Шкода Кодиак», который двигался по улице Чистопольской стороны улицы Сибгата Хакимова в направлении улицы Ямашева, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с обстоятельств произошедшего, степень вины всех участников дорожно-транспортного происшествия будет установлена только по ведению следственного. Следователям теперь предстоит выяснить, в каком состоянии мужчина сел за руль и почему выехал на встречную полосу. К слову, нетрезвому виновнику аварии, в которой погиб человек, закон предусматривает до 12 лет лишения свободы. Айрат Назипов, Вадим Илларионов, «Вызов 112». Еще одна серьезная авария произошла этим утром на улице Чистопольская. Водитель «Шевроле Круз» вылетел с дороги, снес знак и въехал в припаркованный микроавтобус «Фольксваген». На место происшествия прибыли спасатели и медики. Впрочем, люди серьезно не пострадали. Предполагаемый виновник ДТП рассказал, что у его машины лопнуло колесо, из-за чего автомобиль повело в сторону парковки. А минувшим вечером на улице Чистопольская произошла крупная авария, в результате которой погибли 2 человека. Внедорожник Toyota Land Cruiser на большой скорости вылетел с дороги, врезался в столб и опрокинулся на бок. Мужчину и женщину-пассажирку зажало в искореженном салоне. Спасатели извлекали людей более получаса. Смерть женщины медики констатировали на месте происшествия. Мужчина скончался в больнице. С места трагедии репортаж Нафисы Минязовой. Экстренные службы прибыли к месту происшествия за считанные минуты. В искореженном салоне иномарки зажаты 2 человека. Через 15 минут спасатели извлекли пассажирку. Медикам оставалось лишь констатировать ее смерть. 38-летняя женщина скончалась мгновенно. Водители извлекали дольше. Основной удар пришелся на левую сторону внедорожника и смяло ее куда сильнее. Да, левая. Тащи ногу, все. Мужчина был в крайне тяжелом состоянии. Спасатели передали пострадавшего в руки медиков. Последние оказали ему помощь на месте и экстренно госпитализировали.
44-летний мужчина получил множественные сочетанные травмы и через несколько часов скончался в больнице. Спасти его врачи не смогли. Убедись, подрезали или нет, потому что если кто-то подрезал, там надо сейчас розыск вызывать. Автоинспекторы нашли очевидца происшествия, водителя такси, который в это время проезжал в том месте. Видеорегистратор зафиксировал момент аварии. По словам таксиста, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser ехал просто на огромной скорости. Затем он одним колесом поднимается на бордюр и едет в таком состоянии еще несколько десятков метров, судя по следам. Останавливается он лишь после того, как врезается в столб и опрокидывается на бок. Но по предварительным выводам автоинспекторов в аварии виноват сам водитель Toyota. Мужчина не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Окончательной степени виновности и все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проведения следственных мероприятий. Следователям также предстоит установить, и в каком состоянии в момент аварии находился водитель внедорожника, а также все условия, которые способствовали этой трагедии. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. За несколько часов до этого происшествия в Зеленодольском районе под колесами иномарки погибла 48-летняя женщина. Как рассказал водитель Део, увидел он ее прямо перед наездом. Женщина стояла на четвереньках на левой полосе трассы. Остановиться он не успел и сбил ее на полном ходу. Резко передо мной возникает прямо в середине полосы женщина, но она не стояла, она прям лежала на корточках. Как рассказал 20-летний водитель Део, женщина появилась на дороге внезапно. Он даже не понял, что произошло, когда инстинктивно нажал на тормоза. Осознание пришло чуть позже. По рассказам очевидцев, женщина решила перейти дорогу со своим братом. Он же успел перебежать проезжую часть и уже сел в машину, однако она спотыкается и падает. И здесь происходит на нее наезд. Молодой человек уверяет, скорость не превышал, но избежать наезда на человека не мог. Расстояние было слишком мало, чтобы остановиться. Двигался по левой полосе, не превышал, ехал 90 км в час. Получается, передо мной была машина тоже еще. Машина резко уходит направо. Почему такой маневр она совершила, я сначала не понял. 48-летняя женщина погибла на месте. После того, как машина остановилась, ее тело осталось лежать под колесами. В результате данного ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Степень вины участников ДТП будет установлена в результате доследственной проверки. Степень вины и погибшей женщины, и водителей иномарки теперь будут устанавливать следователи, вероятно, в рамках уголовного дела. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Жизнь 74-летнего пенсионера-инвалида унесла авария в Агрызском районе. Рано утром на 29-м километре трассы Агрызк-Красный Бор он за рулем «Лады Калина» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Ларгус». По данным ГИБДД, пожилой мужчина не пристегнулся ремнями и не выбрал безопасную скорость. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Известно, что он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, а его стаж вождения составлял 55 лет. Помощь медиков понадобилась водителю «Ларгуса» и его пассажиру. Оба получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии еще выясняются. В Казани вынесли приговор 32-летнему Павлу Бекчентаеву, который обвинялся в ограблении 80-летней пенсионерки в апреле этого года. Момент грабежа попал в объектив камеры видеонаблюдения. Женщина шла из магазина, подошла к подъезду. В этот момент к ней подошел мужчина, отобрал тележку, там были продукты и кошелек, оттолкнул пенсионерку, она упала на асфальт. Сумма ущерба превысила 6,5 тысяч рублей. После нападения подозреваемого задержали по горячим следам. Суд признал ранее судимого мужчину виновным по статье «Грабеж». Пострадавшая скончалась спустя 2 дня после ограбления. Свою вину мужчина признал, однако ущерб не возместил. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Благодаря сработавшему пожарному извещателю 2 мужчин смогли спастись из огня и остаться в живых. Квартира в одном из домов на улице Бари Галеева загорелась минувшей ночью. Хозяин и его друг к тому времени спали в соседних комнатах. Гость проснулся благодаря сработавшей сигнализации. Диван, на котором спал его товарищ, уже вовсю полыхал открытым пламенем. Айгуль Бадрудинова с подробностями. Боги посмотрят. Несмотря на сильные ожоги, ехать в больницу пострадавший категорически отказывался, хотел остаться дома. Но медики и полицейские на госпитализации все же настояли. У 64-летнего мужчины обгорело 36% тела. Балкон будешь выходить курить, а не в кровати. Скажите, он тебя потом заберет. Пожарных вызвал 38-летний друг хозяина квартиры. Он спал в соседней комнате и среди ночи услышал вой сирены. Сработал автономный пожарный извещатель. Заглянул к товарищу и увидел, что горит диван, на котором он спал. Мужчина переложил хозяина на пол и потушил постель, вылил на нее ведро воды. Сам пострадавший ничего этого не помнит. Как пожар-то произошел? Не знаю.
Соседи говорят, что мужчины часто выпивают за коммунальные услуги, не платят, и пожар не стал для них сильной неожиданностью. Газовый прибор здесь отключены вообще. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за курения. Мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Извещатель, по сути, спасший ему жизнь в минувшем году, установили по республиканской программе для социально незащищенных категорий граждан. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.